презентации сборника «Сухумская крепость» в Москве приняли участие российские поэты, прозаики, ученые, представители посольства Абхазии в России, московской абхазской диаспоры, абхазского студенчества, а также абхазские поэты Терентий Чаня и Игорь Хварцкий. Они отмечают, что участники презентации выражали неподдельный интерес к творчеству абхазских поэтов. Нас очень обрадовало, знаете, когда они собрались в конференц-зале старейшего здания писателей России. Мы очень обрадовались, потому что они все собравшиеся хотели выступить, сказать хотя бы 2-3 слова об абхазской поэзии, об абхазских поэтах. Но такой возможности не было. Мы окрыленные приехали. Я могу сказать, что даже превзошли все наши ожидания. Такая встреча была. Не только писатели и поэты там собрались, я имею в виду с российской стороны. Я заметил, там отметил из научного сообщества философы были, историки и вообще общественные деятели. Немало таких людей тоже было. И такой неподдельный интерес к нашей культуре. Советник посла Республики Абхазия в Российской Федерации Татьяна Гуля вручила почетные грамоты Министерства культуры и историко-культурного наследия Абхазии группе писателей. Со своей стороны президент Академии русской словесности Григорий Осипов вручил почетные дипломы Академии группе абхазских поэтов и прозаиков за вклад в развитие дружеских связей между Россией и Абхазией. Очень в доброжелательной атмосфере прошла наша беседа. И отрадно тем, что для нас это было неожиданностью. И вот нам было предложено, опять-таки с их инициативой, что такого рода сборник в 2 раза больше они нам издадут рассказы, абхазские рассказы, сборник абхазских рассказов. Теперь, значит, слово за писателями. Участники презентации отмечали, что издание такого рода сборника после антологии абхазской поэзии, вышедшей в 1958 году в Москве, это первая ласточка в истории абхазской поэзии 21 века.